Годен ли к армии или нет? С сегодняшнего дня ребята, призванные на службу, могут пройти врачебную комиссию. К первой весенней отправке в военных комиссариатах подготовились тщательно. На сборном пункте возвели 3 палатки, каждая из которых несет определенную цель. Приезжают призывники на автобусе сюда, значит, и заходят в одну палатку, потом оттуда переходят в другую палатку, где идут тестирования. Значит, тесты мы также получили, мы получили их даже с запасом. И как только в течение 15-20 минут проходят тесты, когда мы уже выявляем, или, допустим, они отрицательные тесты, ну, естественно, после этого мы запускаем их на сборный пункт, и уже все мероприятия они там проходят. Помимо стандартных измерений веса, роста и зрения, дополнительно комплексно обследуют организм. Даже входить в помещение разрешено только соблюдая специальные правила. Впрочем, все проходит в штатном режиме, но и не без нововведений, связанных с COVID-19. Все соблюдается в пределах стандартов и норм. То есть до того, как призывники пришли, и с них собираются анамнезы. Были ли они контактны, болели ли, или же болеют близкие. Также они с собой приносят средства для собственной защиты и окружающих. На месте им выдается раствор, обрабатываются руки. Призывников делят на 5 категорий. Полностью здоровые, годные с незначительными ограничениями, ограниченно годные, временно негодные и негодные. Исходя из заключений врача, военкомат распределяет призывников по различным родам войск. В этом году от Назрановского района, несмотря на пандемию, планируют отправить запланированное количество людей. 80 человек. Ракетные войска, сухопутные войска, войска Национальной гвардии. Сейчас элитные малые части, да, полностью могут воевать, даже на сагат дедиш, хамдахтян хэтсу, армию вот, лазер ждей, здесь, ханялчи, дух госпиталь, дух узи, обох, няк, ай, чуа, луриш, хажи, болжи, эшти, эшкир, бей, болж, хамдахт, даль, андали, дих, хугдай, хэтсу, цару. Первая отправка намечена на 2 июня. Ребята из Ингушетии будут служить в самых разных войсках страны. В целом, как отмечают в военкомате, новобранцы из Ингушетии отличаются добросовестным отношением к службе и с пониманием относятся к новым требованиям безопасности. Самое главное, молодые люди не должны забывать, что долг платежом красен, особенно когда речь идет об отчизне. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.